средняя школа номер 31 города Якутска отправляется в путешествие по океану корабль девятиклассников. Просьба, провожающие, отключите мобильные телефоны. 9 лет назад от причала вышло в открытое море парусная флотилия. Попутный ветер весело раздувал паруса. На голубом небе не было ни облачка. Долго мотала флотилию по бурным школьным морям. И, наконец, вдали отчетливо показалась бухта выпускников 9 классов. А где-то вдали замаячил залив основного государственного экзамена. Итак, дамы и господа, мы рады приветствовать вас на торжественном празднике последнего звонка. Внимание! Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Торжественная линейка, посвященная празднику последнего звонка, считается открытой.
тысяч уроков, более 120 учебников, а в них более 25 тысяч страниц. В среднем от дома до школы и обратно за эти годы мы прошли путь, равный 3500 милям. Для нас прозвенело 25 тысяч звонков. И все звонки, уроки, линейки, вся наша школьная жизнь проходила под неусыпным контролем командира корабля. Человека, который знает всех членов экипажа каждого класса, всегда выслушает, разберется, поможет. Слово предоставляется директору школы номер 31 Рыбкиной Валентине Юрьевне. Дорогие друзья, уважаемые родители, гости, мы рады всех приветствовать в нашем гостеприимном школьном зале на замечательном событии, празднике последнего школьного звонка. Я вас всех приветствую и поздравляю. Вообще, лейтмотив юности – это, конечно же, мечта. Это, конечно же, мечта. И даже когда мы говорим и желаем вам быть успешными, стать успешными, мы все имеем в виду не только вашу целеустремленность, не только те задачи, которые вы ставите перед собой. Мы все прекрасно понимаем, что успех – это мечта, помноженная на усилия. И иногда бывает трудно определить, что первично – наличие усилий или наличие мечты. К сожалению, у современной молодежи разные бывают к этому отношения. Поэтому я позволю себе привести только один пример. Когда у старшего поколения спрашивают, о чем вы мечтали, они все говорили, мы мечтали стать космонавтами, есть такой расхожий стереотип. Но на самом деле они хотели стать космонавтами, а мечтали они попасть в космос. Поэтому каждому сидящему из вас я искренне желаю энергии, сил, здоровья, для того, чтобы и пытливости ума, для того, чтобы понять, о чем же на самом деле вы мечтаете, к чему на самом деле вы должны приложить усилия и на что настраивать все свои цели и задачи. Все из вас на сегодняшний день имеют достаточный багаж школьного опыта, достаточно знаний для того, чтобы двигаться любой из выбранных дорог в дальнейшем образовании. Многие из вас на следующий год вступают в среднее общее образование, выбирая те или иные профили обучения. Традиционно в нашей школе это гуманитарные, физико-математические профили. Это наш 2 фирменных класса Северо-Восточного федерального университета, медицинский класс и педагогический класс, которые уже зарекомендовали себя хорошо на выпускниках нашей школы, с хорошими показателями поступаемости в высшее учебное заведение по названным профилям. Многие из вас выбирают путь уже самостоятельной жизни, путь среднего профессионального образования, что тоже очень похвально. На самом деле там сейчас очень высокие требования, и те из вас, кто сможет преодолеть этот рубеж и показать хорошие, качественные средние баллы аттестата, те большие молодцы, и их впереди ждет тоже очень такой серьезный путь. Я им, и тем, кто продолжит учебу в нашей школе, желаю большой удачи и немножко везения. Также хочу воспользоваться случаем поблагодарить всех наших родителей. На самом деле наш школьный корабль – это не только капитан корабля и его команда. На самом деле это все те, кто провожают и ждут нас на берегу. Наши дорогие мамы, уважаемые папы, всем вам я хочу сказать огромное спасибо от нашего школьного коллектива, потому что именно ваша поддержка обеспечивает нашим детям ту уверенность, позволяющую идти вперед быстрым темпом. На самом деле именно ваша поддержка обеспечивает нашим ребятам такую уверенность в том, что, как бы ни сложилось, всегда есть родной берег, где любят и ждут. И я надеюсь, что кто-то из вас таким же родным берегом считает и нашу школу. Всех еще раз поздравляю с праздником последнего звонка, всем желаю удачи на экзаменах, всем желаю отличного настроения сегодня. Сегодня вы герои этого праздника, наши выпускники. Праздника! Внимание, экипаж! Для оглашения приказа о допуске к основному государственному экзамену приглашается Савина Луиза Васильевна. Добрый день, уважаемые родители, гости, выпускники, учителя. Приказ
от 20 мая 2019 года за номером 0108/209 об обыске обучающихся 9 классов сдачи государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года за номером 189/1513 об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на основании решения педагогического совета муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 31 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа города Иркутск, протокол номер 4 от 20 мая 2019 года приказывает допустить государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования и имеющих положительные отметки по всем общеобразовательным учебным предметам, 9 А, 34 обучающихся. 30 обучающихся. 27 обучающихся. 32 обучающихся. 32 обучающихся. 35 обучающихся. Список прилагается. Контроль за исполнением приказа оставляет за собой директор Рыбкина Валентина Юрьевна. Все сдали экзамен государственный. Итоговая аттестация первым вашим экзаменом. Ни буха вам, ни пера. Слово для поздравления предоставляется начальнику управления архитектуры и градостроительной политики Сергееву Семену Афанасьевичу. Добрый день, дорогие наши ученики и школьники, уважаемые родители, педагогический коллектив. Разрешите от имени окружной администрации, от имени Сардана Владимировны поздравить вас с прекрасным сегодняшним праздником. Ну, сегодняшний праздник, конечно, это вот окончили учебный год, впереди долгие каникулы, но в то же время очень ответственный момент, когда настают ваши государственные экзамены. Но при этом для кого-то этот праздник является немножко грустным, потому что кто-то уходит в лицей, колледжи. Это вот вы отучились здесь 9 лет с 1 класса, покидаете родную школу, и это, конечно, очень грустно, наверное, да? Но в то же время это очередной этап, когда вы переходите в новый коллектив, новые друзья, но никогда не будете забывать свою школу, в которой будут, я надеюсь, в которой всегда самые такие вот приятные воспоминания остаются. И в то же время для тех, кто остается дальше учиться здесь, остается 2 года для того, чтобы вы определились со своей профессией. Это тоже очень важный момент, это время проходит очень быстро, и вы сейчас уже должны знать, с кем вы станете. При этом я хочу вам пожелать, чтобы вот этот момент вы для себя точно определились. Никого не слушайте, ни родители, сами выбирайте профессию, кем вы хотите стать. Учитесь для себя, а не для родителей. Никто вам не должен этого диктовать. Поэтому еще раз я вас хочу поздравить с этим праздником, пожелать вам удачи в общественных, в ваших государственных, основных государственных экзаменах. Удачи! С праздником! Дружная команда прошла все испытания и чувствует себя уверенно, знает, что хочет, и упорно идет к намеченной цели.
Давайте же посмотрим, кто прошел все испытания и готов плыть через бури и штормы во взрослую жизнь. Экипаж 9 А класса. Классный руководитель Васильева Матрена Петровна. Экипаж 9 Б класса. Классный руководитель Зорина Татьяна Ивановна. Экипаж 9 Б класса. Классный руководитель Власова Нина Викторовна. Они прокладывали свой курс через опасные рифы и мели. И теперь им не страшны никакие испытания. Надеемся, что они с успехом выдержат выпускные экзамены. А началось все с первого похода в стены родной школы. И со знакомством с первым учителем. Мы приглашаем на эту сцену наших первых учителей. Семенову Ольгу Дмитриевну, Иванову Ярославу Афанасьевну, Савинову Арсению Николаевну, Добрый день, дорогие наши любимые ученики, уважаемая Валентина Юрьевна, учителя, коллеги, дорогие родители. Как приятно, что нас сегодня всех вместе собрали наши дети вот в родном актовом зале. Нам, конечно, очень волнительно, и для нас каждый вот выпуск, каждый класс, он не похож ни на предыдущий, ни на последующий, а он сам своеобразный, незаменимый и всегда памятный, любимый класс. Вот вы 9 класс заканчиваете год театра, а я всегда говорила, что жизнь человека, он похож на театр, и мы в нем актеры. Помните, ребята? И каждую роль надо сыграть достойно. Вот, например, вы пришли, рассказываете на уроке, вы выступаете в роли рассказчика, слушателя, зрителя и так далее. Зашли в магазин по дороге, роль покупателя, едете в автобусе, роль пассажира и так далее. А сколько ролей с утра до вечера исполняет человек? Роль сына, дочери, матери и так далее, и так далее. И я хочу пожелать, и всегда учила вас достойно сыграть свою роль, и всегда учила вас держаться золотой середины. Желаю вам легкого преодоления препятствий в вашей взрослой жизни. Мы вас очень любим. Дорогие выпускники, вы сейчас как витязи, богатыри на распутье. И я желаю, чтобы этот путь для вас был счастливым, удачным. И я хочу, и мы хотим, чтобы вы преодолели все препятствия на своем пути. Вы молоды, счастливы, дерзайте. Не бойтесь ничего, и перед вами все двери откроются. Все пути перед вами раскроются, как открытая книга. Вы, как в песне говорится, запомните, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы любим вас, мы верим в вас. Перед вами ответственный момент. Сдача государственных экзаменов. Мы желаем вам выдержать, успешно сдать это испытание. И чтобы поступили во взрослую жизнь уверенно, со счастливой улыбкой, с гордо поднятой головой. Добрый путь, наши дети!
Светлана Григорьевна. Над океаном веет ветер вольный, он смело надувает паруса. Плыви вперед, корабль отважный, школьный, нам не страшны ни буря, ни гроза. А что же дальше? Что находится там за морями? С чем придется столкнуться нашим выпускникам? Ну а дальше перед нами 100 путей, но только от того, какой мы выберем сейчас, зависит наше будущее. Кто-то решит продолжить свое обучение в других образовательных учреждениях и бродить океаны уже на другом корабле, а кто-то останется на своем, родном, и перешагнет порог 10 класса. А мы приглашаем на сцену коллектив 9 А класса. Bilgini verenler bilgiç daldı. Baharın etüter, bollara kadar. İki sığınnak, 2 minut uçutalım. Ennike lokpar itinden den sümelir. En bilgi verenin, elbette verenin. Ayakkı uçutulbar, elbette mahtalbı neler. Куда бы нас ни привела дорога, и как бы ни петлять по ней, мы вспомним вас не раз, родных и строки, учивших нас душой учителей. Не хватит слов, чтобы вам сказать спасибо. Под перезвон последнего звонка в пустынном классе замерла красиво, подняв указку в воздухе рука. Вы в нас вложили все, чем вы богаты. Вы дали нам и мудрость, и тепло. И знаете, в нашей школе всем ребятам с учителями очень повезло. Спасибо вам за верность и терпение. Пускай судьба вас радует почаще, и пусть новое молодое поколение окажется поистине блестящим.
добивались в турнирах скромных побед и в истории школы оставили след. В этот торжественный миг мы хотели бы отметить тех ребят, которые за 9 лет плавания добились определенных высот. Кто-то проявил себя в научной деятельности, кто-то подружился со спортом, а кто-то радовал нас своим талантом не только на школьной сцене, но и на различных площадках нашего города и республики. Историю цивилизации можно выразить в 6 словах. Чем больше знаешь, тем больше можешь. Как говорят, образование – это клад, а ключ к нему – труд. Первая наша номинация – за достижения в науке и учебе. И для ее вручения на сцену приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сербедаева Сардана Анатольевна. Добрый день, уважаемые родители, коллеги, дорогие наши выпускники. В первую очередь хочется всех вас поздравить с этим знаменательным днем, днем последнего звонка. 9 классов позади, впереди. Вы должны сделать очень хороший выбор, который поможет вам в дальнейшем обрести желаемую профессию. И я хочу, чтобы у вас выбор был осознанный и связан, обязательно связан с будущей профессией. Так, ну и, значит, сегодня у меня очень-очень хорошая, приятная миссия. Я сегодня отдельно поздравляю их, хочу передать благодарность тем ребятам, которые достигли определенных успехов. И у них были победы. Итак, грамотой награждается Барашкова Айлина, ученица 9 класса за достижение в науке и учебе. Грамотой награждается Пестрякова Виктория, ученица 9 класса. Михайлова Елена, ученица 9 класса. Кулагина Екатерина, ученица 9 Б класса. Захарова Валерия, ученица 9 Б класса. И учебе. Афиногенов Виктор, ученик 9 Б класса. Петрова Нина, ученица 9 Б класса. Бактыбекова Беканжан, ученица 9 Б. Шенкова Мария, ученица 9 Б класса. Желаю вам в дальнейшем еще больше побед и свершений. Будьте счастливы! Вас поздравляет коллектив 9 Б класса.
Вообще не изменился, давно не виделись. Все еще запрещено учишься, наверное. Вообще-то уже второе высшее получила. А судя по тебе, на руках имеется аттестат только за 9 класс. И то не самых удовлетворительных оценок. Вот так встреча. О чем говорите? Хаят Оксуну. А кто это был? Это Угаров. Так у нас в классе только один Угаров был. Ну так Ващенко уже 2 года как Угаровой стал. А, кстати, помните, как мы классно шашлыки съездили всем классом? Надо бы повторить как-нибудь. Не было такого. Я вот помню, как на каток ходили. Ну а как же в музее? Было так интересно. Эти походы запомнились мне больше всего. Такие скульптуры интересные были. Я тогда по ним еще презентацию сделала. Вот 5 получила. Ну чё, как жизнь? Жена нет, да, жена, смотри, кормилица. Ой, так повзрослели, а я до сих пор помню, как за партами сидели. Мы с Димой на второй парте, 3-го ряда. Историю у него списывала, романтика. Так и поженились. Ну ладно, что расселся, пойдем поможем. А что вы беседовали? Да так, школьные времена вспоминали, уроки. А, кстати, об уроках. Помню, как весело было. Вернуться бы сейчас в 9 класс. Я помню, как... Здравствуйте, ребята. Кто подготовил сообщение о великих композиторах? Проходите, показывайте. Хотите мем? Я бас. А я бетховен. Да как так можно? Это великие композиторы. Садитесь. Я могу за это вам поставить только 2. Ладно, все вставайте на песню. за труд, за ваши труд и старания, которые вы сделали
сделали, за то, что вы проложили нам путь во взрослую жизнь. Мы хотим поблагодарить вас за ваш огромный, величайший труд и извиняемся за потерянные нервные клетки. Нижайший вам поклон. Спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие каждого. Спортивная деятельность формирует культуру оптимизма, культуру бодрости, учит жить и улыбаться сквозь боль. Школа номер 31 славится своими спортивными достижениями. В каждом выпуске присутствуют свои звезды баскетбола, волейбола, спортивного ориентирования и других видов спорта. Для награждения победителей в номинации «За достижения в спорте» на сцену приглашается Мостовой Анатолий Владимирович. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые мои коллеги, родители и гости. Я от всей души хочу сегодня большую нашу дружную семью поздравить с последним звонком 2019. Вот и настал тот момент, мы приблизились, когда, если говорить спортивной терминологией, к первому промежуточному финишу. И для того, чтобы успешно финишировать, преодолеть эту черту, необходимо, естественно, сдать государственные знания. Да, это трудно, это волнительно, поэтому я всем желаю исключения успешной сдачи государственных экзаменов. Физкультура и спорт приветствуются в каждой семье, в нашей школе вдвойне. Поэтому мне хотелось бы пригласить на эту сцену тех ребят, которые отличились на спортивном поприще. Награждается почетной грамотой Осипов Рустам, ученик 9 класса. Приветствую! На сцену приглашается для награждения почетной грамотой Антонов Петр, ученик 9 класса. На сцену приглашается Матвеева Анжелика, ученица 9 класса. На сцену приглашается Елизара Видаля, ученик 9 Б класса. На награждение почетной грамотой на сцену приглашается Никифорова Любовь, ученица 9 Б класса. Для награждения почетной грамотой на сцену приглашается Ердонов Вячеслав, ученик 9 Б класса. Почетной грамотой награждается Петрова Нина, ученица 9 Б класса. Почетной грамотой награждается Прокопьев Виктор, ученик 9 Б класса. Почетной грамотой награждается Рязанова Арина, ученица 9 Б класса. Почетной грамотой награждается Никитин Артур, ученик 9 Б класса.
работает секция «Легкая атлетика». Проведение работы этой секции традиционно находится 9 мая, День Победы. В этом году состоялась 76-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Якутия». Наша команда школы в упорнейшей спортивной борьбе заняла почетное 3-е место. Я хотел бы пригласить на сцену участников нашей сборной команды. Это Матвеева Анжелика 9 А-класса. Черданов Вячеслав, 9 Б-класс. Никифор Валюба, 9 Б-класс. Все они оказались на сцене. Поприветствуем наших спортсменов. Великие лидеры постоянно учатся. Ими становятся, а не рождаются. Лидерство требует титанической работы над собой, полной самоотдачи и веры в людей. Для награждения победителей в номинации за проявленные лидерские качества на сцену приглашается педагог-организатор Тимофеев Максим Андреевич. Я приветствую всех собравшихся в этом зале, выпускников, коллег. Мне удостоена честь наградить такую важнейшую номинацию, как «Лидер года». Лидеры – это неотъемлемая часть любого общества, это люди, которые направляют вектор развития абсолютно любой группы. И поэтому я хочу сейчас позвать на эту сцену ребят, которые показали себя, показали свои лидерские качества и как они умеют работать в группе. Итак, грамота награждается Дьяконова Антония, ученица 9 А-класса. Шамаев Иван, ученик 9 А-класса. Иванов Эрик, ученик 9 А-класса. Петрова Элиза, ученица 9 Б-класса. Горохова Людмила, ученица 9 Б-класса. Владимира Тамара, ученица 9 Б-класса. И Афанасьева Софья, ученица 9 Б-класса. Секретова Дарья, ученица 9 Б-класса. Еще раз бурными аплодисментами поприветствую наших лидеров. Спасибо большое. Способность творчества есть великий дар. Акт творчества в душе творящий есть великое таинство. Минута творчества есть минута великого священнодействия. Творчество ребенка безгранично. Для награждения победителей в номинации за достижения в творчестве на сцену приглашается заместитель директора Сергеенко Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич у нас по понятным причинам отсутствует, приношу свои извинения, у вас завтра первый экзамен. Поэтому разрешите мне вручить номинацию, которая звучит за достижения в творчестве. Но творчество и творческие люди всегда есть, всегда будут. Творческая личность, она
У нас представлено, по-моему, во всех классах есть такие творческие личности, те, которые либо рисуют, либо танцуют, либо поют, либо просто красиво отвечают на уроки. Все это творческие личности. Итак, Максимова Саина, 9 А. Дорогов Иннокентий, 9 А. Борисов Иван, 9 А. Угаров Иннокентий, 9 Б. Амосов Егор, 9 Б. Устроева Алина, 9 Б. Березовская Ольга, ученица 9 Б. Дедюкина Анастасия, 9 Б. Кунцова Ангелина, 9 Б. Желаем вам дальнейших успехов в вашем творчестве. Итак, творческие выпускники наших 9 классов. Аплодисменты. Уважаем вас на своих местах. Спасибо. Вас поздравляет коллектив 9 Б класса. Сегодня этот зал друзьями полон. Сегодня день последнего звонка. А помните, когда впервые мы вот в эти двери школьные входили? Учительница первая тогда нас в первый класс с улыбкой проводила. Она несла добро, от зла оберегала. Сегодня она будет провожать тех, кого 9 лет назад встречала. А в 9 лет прекрасных, как быстро пролетели вы, оставив жизнь след. И вот, уже мы взрослые, открыты все пути, и предстоит нам выбирать маршрут своей судьбы. Добрый день, дорогие учителя, ученики и родители. Сейчас мы хотим немного рассказать вам про наш класс. В школе нас знают как гуманитарный 9 класс. Наш класс – это 20 девочек и 7 мальчиков. У нас есть призеры, олимпиадники, спортсмены и творческие личности. А также мы хорошо знаем иностранные языки. Почти 5 лет мы проучились вместе. Лишь некоторые перешли в другие школы, а кто-то пришел к нам, влился в наш дружный коллектив. Наш класс всегда участвует в различных мероприятиях. Может, мы не всегда побеждаем, но мы всегда рады нашим заслугам. Мы любим выезжать в разные места, в театры, в музеи и на природу. А благодаря тому, что наш класс знает множество языков, мы можем свободно путешествовать по всему миру и разговаривать на них. Как же это здорово знать разные языки. Я тоже хочу их всех выучить. А самый лучший выучить языки – это путешествие. Путешественник приезжает в столицу Якутии. Приезжает девушка. Ого, якутский язык такой красивый. Махал. Охренеть. Скорее его встречает парень.
모든 학생은 한국적인 문화와 축하합니다. 내 허락한 것이 가끔도 Ого, корейский язык такой сложный. А нет? Он заметил красивую темноволосую девушку, читающую книгу вслух. I am grateful for the wisdom from teacher that you are. You're a very good person and teacher yourself. Всегда делал по-другому. Походи дальше. Давай. В столице Германии его встречает парень. Guten Tag, mein Kamerad. Grünsblende Aufhält, alle Kopf verdrecken blau, Jugend in Verbindung mit dem Verbrüllen, erklärt höchste Recht. Я ничего не понял, было очень интересно. Спасибо. Продолжай. На естественных полях его внимание привлекла девушка, которая читала стих. Sans de la classe protestante, mais j'aime de donner à colonel. Derrière le fondement de son œil, relève de vos qui sont fusés. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Очень красивый стих. Это для знакомых, да? Придя на рынок, он увидел смешного бесплатно, продававшего свинскую мандарину. Амиго, что такое злой? Я просто устал торговать вот этими помидорами, фруктами, мандаринами. Мое призвание — сочинять стихи. Рассказывай, амиго. L'ouvrage dessous première glace, atrás está le último, que l'enseignant no pasará sin dejar rastro. Браво. Так будь поэтом. Gracias, adiós. Адьос. Обратно на родину он встретил давнюю подругу. Праздник такой, не испортит погода, шариком в небо смывает песок. Вот и закончились школьные годы. В школе сегодня последний звонок. Это было очень увлекательное путешествие. Я так много всего узнал, сколько разных языков я знал. Великолепно. Сейчас наш класс хочет сказать всем родителям большое спасибо. Вы всегда помогали нам воплощать наши прихоти и пожелания, организовывать наши поездки и тратить на нас огромное количество сил. От всей души спасибо вам! Хотим спасибо нашей школе сказать. Мы здесь учились, мы здесь дружились. Здесь наш второй дом, где нам всегда рады. И не забудем мы вас никогда, родные наши вы учителя. Всем вам сегодня мы спасибо говорим. За учение и заботу мы вас Но кто же классом в нашем школе правил, жалел, ругал, беседовал, простил, советовал, к родителям приводил. Таких, как есть, всегда любил. Со всех заглавных букв учитель, он наш классный руководитель. Дорогая наша любимая Нина Викторовна, все это вам. Порой думаем мы сами, как управляетесь вы с нами. И класс вы нас сделали даже дружным. И с вами не было нам скучно. Спасибо вам за истины простые. Спасибо за терпение и труд. Спасибо вам за то, что мы такие. Каким вас сделал ваш тяжелый труд. Я вас люблю! Теплыми ночами ты главный вопрос.
лидеры, умеющие вести за собой. Именно такие выпускники представлены в специальной номинации. Мы приглашаем на сцену педагогический отряд «Штурманы детства». Добрый день, дорогие наши выпускники! От имени всего педагогического отряда «Штурманы детства» мы бы хотели вас поздравить с окончанием средней школы! Теперь у вас есть базовое образование, с которым некоторые уйдут в другие учебные учреждения, а некоторые продолжат обучение в нашей школе. Мы желаем вам успешной сдачи основного государственного экзамена только на положительные отметки, четверки, пятерки и пройти через все трудности с улыбкой на лице. Желаем хороших и верных друзей, ведь в наше время дружба – это самое важное в жизни. И, конечно же, счастье. И счастливый человек излучает добро и позитив. И, как вы знаете, танец – это движение, а движение – это жизнь. И сейчас мы бы хотели вам подарить наш танец. Для награждения победителей в специальной номинации приглашается директор лагеря Каландарашвили Васильева Ия Иннокентьевна. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, родители, выпускники. Всех вас от своего имени поздравляю с последним звонком. И хочу, конечно же, пожелать удачных экзаменов, выбора верной дороги в своей жизни. Ну а сейчас я бы хотела пригласить на сцену двух учениц 9 классов. Это Никифорова Люба, ученица 9 Б класса, и Афанасьева Софья, ученица 9 Б класса. Хочу вручить им свидетельство, в котором говорится, что эти девочки прошли школу подготовки вожатых. И я думаю, что мы с ними не прощаемся, еще как минимум года-два мы вместе поработаем в нашем лагере. Разрешите вручить свидетельство Афанасьевой Софье.
выпускников 9 классов к нам в лагерь этим летом, потому что в первой смене с 15 июня мы открываем как раз-таки школу подготовки вожатого. Вдруг кто-то из вас хочет быть вожатым или выберет для себя педагогическое направление, то таким обязательно нужно будет пройти школу подготовки вожатого. Спасибо. Сегодня как-то по-особенному спокойно синее море. Чайки, они плавно парят над водой. И в этот чудесный весенний день мы прибываем в гавань благодарственных слов самым мудрым и терпеливым, добрым и справедливым, тому, кто направляет нашу флотилию на верный курс и помогает постигнуть азы наук. Это трудный в жизни путь, когда вся жизнь посвящена другим. Мир знаний с вами мы смогли шагнуть. За это очень вас благодарим. Спасибо, что по жизни нас ведете, всех окружив заботой и теплом. Идете вы с утра не на работу, а как в семью, в большой и светлый дом. Вы делитесь и опытом бесценным, не только как науки нам постичь, мы можем говорить и сокровенным, как в жизни только лучшего достичь. Спасибо, что за нас вы волновались, как за родных, всем сердцем и душой. А если что-то вдруг не получалось, вы представляли сложность ерундой. Учитель, спасибо за науку, спасибо за терпение, за то, что всегда нам протягивали руку. Спасибо, что с улыбкой в утро в класс ходили, за то, что за ошибки насильно грабили. Их опыт и терпение, и дерзости прощали. Родители часто вы в школу вызывали. За вашу непростую и нервную работу спасибо вам, учитель, за нежность и заботу. Все больше открывали островов, все дальше проникали вдаль морской пучины, постигали тайны, становились первооткрывателями. А надежными маяками в этой морской пучине, помогающими сбиться с пути, обойти опасные рифы и мели, в течение этих лет были наши классные руководители. Лучше, чем классный руководитель, своих ребят не знает никто. И поэтому следующее слово предоставляем классным руководителям. Приглашаем на сцену классных руководителей. Дорогие ребята, сегодня мы хотим вас поздравить
поздравить в виде стихов. Звучат сегодня поздравления для вас, ребята, от души. Сегодня вы совсем большие, сегодня вы выпускники. Пролетело 9 лет, как одно мгновение. Впереди вас ждет успех, труд и вдохновение. Еще не взрослые, но далеко уже не дети. Сегодня позади 9 класс. Пусть в жизни солнышко почаще светит. Удачи вам и знайте, мы верим в вас. Мы с большинством увидимся в 10-м, а тем, кто выбрал в жизни дальше путь, желаем счастья и побед неоднократных. С пути большого желаем не свернуть. Желаем вам удачи, ребята. Удачи, удачно экзамены! Вижу бухту. На той бухте, на причале, родители сидят, волнуясь и печались, на море глядят. В житейском море в шторм так трудно продержаться. Кто лучше всех поможет нам на плаву остаться? Скорее, скорее паруса поднимайте, и к бухте родительской вы подплываете. Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной работе Кулагиной Людмиле Александровне. Дорогие, уважаемые родители, конечно же, без вас наши дети не стали такими бы, как они сейчас сидят в зале. Красивые, умные, все готовы к экзаменам. Я желаю вам, дорогие родители, вашим семьям самое главное – счастья, здоровья, благополучия. Дорогие ребята, я обращаюсь к вашим родителям. Давайте скажем все вместе спасибо вашим родителям и подарим ваши аплодисменты. Итак, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа номер 31» выражает благодарность за активное участие в жизни школы и значительный вклад в сохранение лучших традиций воспитания подрастающего поколения. Дмитриевой Людмиле Николаевне. Филипповой Марии Петровне. Никифоровой Оксане Владимировне. Шамаевой Айталине Афанасьевне. Марковой Оксане Николаевне.
девятиклассники, пусть ветер удач дует вам во все паруса. Бесконечное море жизни дарит вам только штиль. Пусть ваш корабль всегда плывет мимо островов печали и поражений. Остановки делает только в бухтах радости и счастья. Пусть компас на вашем судне будет всегда исправным и точно приведет вас к причалу удачи. Мы надеемся, что, выпустив вас в открытый океан жизни, вы достойно и уверенно будете идти по намеченному пути. 7 футов под килем. Для вас поет Кулагина Екатерина, ученица 9 Б класса с песней «Детство не повторится». И
последнего звонка